14 ноября, до Сашиного дня рождения, до дня рождения Александра Габушева осталась неделька с небольшим. Сегодня он звонил Каилане. Посылка пришла от Сергея Тихого, то есть вот подарки прибывают. Ну, сейчас уже кто, если открытку напишет, она, наверное, не успеет к 22 ноября, но она все равно его обрадует попозже. День рождения у него будет длиться все равно не один день, это точно. Так что вот с Сашей переговорили, голос нормальный, и вы знаете, почему-то это так все важно для нас, потому что это дает нам возможность, ну, как бы чувствовать, в каком он состоянии. Хотя врачи давно успокаивают, что мы ничего, кроме того, что вот год назад назначили, там, там, какой-то там таблетка, там, то все, и все, больше мы ничего не делаем. Ну, как говорится, и слава богу. Что для меня сегодня важно сообщить? Первое – это про волка, но я про волка чуть попозже расскажу. Второе важно, которое я ошибку совершил. Я сказал, что Каилана юридически является опекуном Александра Габушева. Это ошибка. Нет никаких опекунов у Александра Габушева. И Каилана тоже не является опекуном. Опекун это значит, означало бы, что по суду юридически Александр Габушев признан недееспособным, а этого не было. Он не признан, он дееспособный, он обычный нормальный гражданин, как и мы с вами, так сказать. Ну, только он подвиг совершил, а мы его поддерживаем, мы его понимаем. Вот небольшая разница, как говорится. У нас в Тюмени поэт есть, Юрий, я о нем уже вам говорил. Вот признавать свои ошибки, вообще свои ошибки всем тяжело, всем тяжело. На этот счет Юрий, вот такой четверостишее у него есть в книжке. Вот, собственно, книжка его. Верим свято в себя убогих, любим нежно свои уродства. Ненавидим мы тех немногих, показал кто нам наше скотство. Ну, ошибка моя, может быть, и не является скотством, но все равно она как бы бросила тень, и я приношу извинения перед зрителями. Я ошибся, да. И мне очень хочется, чтобы все, кто вот заподозрил что-то со словом опекун, тоже успокоились. Саша дееспособный. Никаких опекунов у него нет. Приношу свои извинения.